На База ТВ время новостей. В студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Церемония инаугурации шестого президента Абхазии Бадры Гунба прошла в Сухуме. Все пенсионеры, проживающие в Абхазии, получат возможность оформить банковскую карту МИР и получать пенсию через Сбербанк Республики. Этот и другие итоги визита Сергея Кириенко в Абхазию. Он всегда говорил о значении единства. 2 апреля известному государственному и общественному деятелю Альберту Тополяну исполнилось бы 90 лет. Церемония инаугурации шестого президента Абхазии Бадры Гунба прошла в Сухуме. Среди гостей церемонии были первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, послы Никарагуа и Венесуэлы, делегации от регионов России, Госдумы и Совета Федерации, Общественной палаты и другие высокие гости. Подробности в репортаже Марианны Котовой. Гости торжественной церемонии инаугурации шестого президента Абхазии Бадры Гунба стали собираться задолго до начала официальной церемонии. Среди приглашенных оказалось множество представителей разных уровней российской власти, в том числе старые друзья Абхазии. Депутат Госдумы Константин Затулин подчеркнул, что в новой пятилетке Абхазии все же придется принимать те решения, которые вызывают самые острые дискуссии в обществе. И ради процветания страны придется объединять усилия всех сил. Все страсти должны остаться во вчерашнем дне. Все должны, мне кажется, в Абхазии объединиться ради того, чтобы успех сопутствовал этой новой пятилетке. Я лично, я уверен, и Государственная Дума тоже, которая сюда прислала официальную делегацию, очень сочувствует абхазскому народу, Абхазии. Мы союзники. И, конечно, для того, чтобы Абхазия двигалась вперед, надо принимать решения. Этим, наверное, связана и острота дискуссии, которая была. Но решение надо принимать для того, чтобы абхазам и всем, кто в Абхазии, и Абхазия для всех, кто в ней живет, я лично считаю, как и Россия тоже для всех, кто в ней живет, для всех, кто ей служит, для всех, кто ей верен. И вот с этой точки зрения, мне кажется, было бы очень важно, чтобы новая эпоха, новая эра, она была успешной. Еще один старый друг Абхазии Георгий Мурадов, постоянный представитель Крыма при президенте России. Вице-премьер правительства этой республики уверен, что отношения Абхазии и Крыма – большое будущее, такое же большое, как и прошлое. Абхазия для нас очень близкая страна. Для России это абсолютно понятно, но и для Крыма это особая территория. И я бы сказал, с древних времен братские связи поддерживались еще 2500 лет назад между исторической Тавридой, Боспорским царством и Диоскурией. И вот мы идем этим путем уже 3-е тысячелетие, и я уверен, что и следующие 3000 лет тоже так же успешно будут продвигаться наши отношения, наши братские чувства между нашими народами. А это всегда работает на интересы людей, потому что наша двусторонняя торговля, это будет способствовать интересам жителей и Крыма, и Абхазии. Наши культурные связи, спортивные, гуманитарные, все это работает на сближение, на взаимопонимание и на упрочение нашей братской дружбы. У абхазских гостей церемонии более конкретные пожелания новой власти. Харлам Симония, мастер спорта международного класса, надеется, что президент обратит внимание на конный спорт. Тем более, что Абхазии славное прошлое в этом виде спорта. Проблема одна большая. У нас в советское время было 6 клубов. Это Гагра, Гудаута, Ешера, Гулырипш, Ачимчира и Гали. А в данное время ни одного конноспортивного клуба нету в Абхазии. Я бы хотел хотя бы один конноспортивный клуб, чтобы появился в Абхазии с помощью нашего президента. И мы начали бы поднимать конный спорт именно в классическом виде спорта. А национальные игры мы любим, нет проблем. Национальные игры были в Абхазии и всегда они будут. А хотелось бы и классический вид сделать спорта. А чемпион мира среди профессионалов по версии Международной федерации бокса IBA весовой категории до 67 килограммов Харитон Агрбо уверен, что Абхазии нужен спортивный комплекс и надеется, что новый президент уделит этому вопросу максимум внимания.
Было бы здорово, если был бы какой-то спортивный объект, спортивный комплекс, чтобы мы могли принимать больше гостей, то есть больше взаимодействовать, соответственно, да, с другими федерациями, вот, с другими странами. И также это привлечет еще больше молодежи для занятия спортом, здоровым образом жизни. Вот. Но я думаю, что такие цели также стоят. Я думаю, что в ближайшем будущем мы увидим, как все будет происходить. И верю в позитивное будущее, позитивные решения, что все будет хорошо. Церемония инаугурации прошла в большом зале Кабинета министров. После того, как Бадра Гунба принес присягу и принял все атрибуты президентской власти, он обратился к участникам торжественной церемонии и ко всему народу Абхазии. Вступая в должность президента Республики Абхазия, осознавая масштаб ответственности, возлагаемой на меня, обращаюсь ко всем соотечественникам, независимо от национальной, религиозной принадлежности, политических взглядов и убеждений, со словами глубокой признательности за проявленную мудрость в период избирательной кампании. Несмотря на разногласия, которые периодически перерастали в острые политические конфликты, нам удалось сохранить стабильность в стране, удержать ситуацию в правовом поле, обеспечить гражданам реализацию их конституционных прав. Убежден в том, что какие бы политические предпочтения не имели наши граждане, нас всех беспокоит и объединяет одно – будущее независимого абхазского государства. В ходе церемонии Бадра Гунба поблагодарил всех причастных к проведению президентских выборов, подчеркнул важность сохранять позитивный и конструктивный настрой в политике и строительстве государства, напомнил о необходимости реформ. Абхазская культура всегда подразумевала свободу слова, самовыражения и диалог на равных между представителями самых разных социальных групп. Однако существует разница между конкуренцией идей и популизмом. Призывы к насилию во имя добра, в кавычках, всякий раз заканчиваются провалом и разочарованием нашего общества. Демократия – это не вседозволенность, а уважение к нормам и институтам государства. В своей работе я буду добиваться последовательного укрепления органов государственной власти, чей авторитет и легитимность будут подкрепляться законностью и эффективностью принимаемых решений. Сегодня страна живет и развивается в новых реалиях. Всем очевидно, что назрела необходимость реформы органов государственной власти и управления. В Народном собрании парламенте Республики Абхазия создана комиссия по выработке предложений о поправках Конституции. Я намерен активно взаимодействовать с законодательной и судебной ветвями власти. Уверен, что при конструктивном настрое вместе мы придем к результатам, отвечающему современному этапу развития нашего государства. Также президент отметил, что Абхазия будет продолжать идти по пути социально ориентированной государственной политики. Мы продолжим работу по развитию социально ориентированного государства, в котором будут созданы условия для достойной жизни граждан нашей страны. Будем стремиться к повышению благосостояния наших учителей, медицинских работников, деятелей культуры и спорта, качественному улучшению материально-технического обеспечения базовых отраслей, образования, здравоохранение, энергетика, правоохранительная система и других направлений. С приветственным адресом от президента России Владимира Путина выступил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он передал поздравления и приглашения Бадры Гунба на юбилейное празднование Великой Победы в Москве. Братские народы России и Абхазии связаны общей историей. В Великой Отечественной войне особое неприходящее значение для нас имеет вклад
абхазского народа, многонационального народа Абхазии в нашу общую победу. Отмечая важнейшую дату, россияне и абхазы воздают дань благодарности и уважения героическому поколению победителей. Приглашаю вас, Бадр Зурабович, принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Великой Победы в Москве 9 мая 2025 года. Кириенко отметил важность дружбы с Абхазией для России, множество заслуг абхазского и российского народов друг перед другом, а также наметил перспективы дальнейшего сотрудничества Абхазии и России как двух независимых государств. Наш президент недавно сказал о том, что, основываясь на подвигах предков, Россия – это страна, устремленная в будущее. Мы уверены, что это тоже нас объединяет. Абхазия – страна с великой историей, великими героями, которая опирается на свои традиции, на свою культуру и смотрит в будущее. Мы уверены, что это будущее у нас тоже общее, как союза, партнерства двух независимых стратегических союзников, двух независимых, но братских государств. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев напомнил о схожей судьбе двух республик и подчеркнул важность более широкого признания независимости наших стран в условиях современного мира. Ввиду непростой геополитической ситуации нам предстоит и дальше укреплять взаимодействие, сообща продвигать наши интересы на международной арене, противостоять любым попыткам ревизии итогов августа 2008 года, доносить до мировой общественности объективную информацию о праве наших народов на свободу и независимость. Также в ходе церемонии выступили представители Приднестровья, Венесуэлы и Никарагуа. И все они желали новому шестому президенту независимой Абхазии успехов в строительстве государства, а республике – процветания. Марьяна Котова, Валерий Криквискири, Абаза ТВ. После церемонии инаугурации президент Абхазии Бадр Гунба встретился с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, реализацию совместных проектов и их влияние на социально-экономическое развитие региона. Особое внимание уделили стратегическому партнерству в инфраструктуре и энергетике, а также вопросам поддержки граждан Абхазии, включая упрощение административных процедур. Это икона Иоанна Златоуста, да, великого святителя абхазской земли. Для меня, знаете, такой тут особый символ есть, потому что горжусь тем, что Абхазия моя родина, но второй родиной для меня стал Нижний Новгород. Вот эту икону написали иконописцы Нижегородской области, Нижегородской епархии. Ну и видите, поскольку они знали, что она в подарок вам, видите, оклад сделан в цветах флага Республики Абхазия. Поэтому... Спасибо. Вы ментальностью близки к нам, родились и выросли здесь. Я знаю, что вы по достоинству оцените. Это абхазский нож с гравировкой целыми редкого белого буйвола, которого практически очень редко можно встретить. Это черный буйвол. Сочетание не дали такой красивый раскрас. Спасибо вам. Красиво. Спасибо. Спасибо вам. И, конечно же, мы хотим вас наблюдать и в абхазском одежде, чтобы национальные элементы одежды у вас находились. Спасибо. Спасибо большое. Большая честь для меня. Спасибо. Получилась теплая, достойная церемония. Люди тепло встречали. Я вас поздравляю. Спасибо. Исторический момент. Находитесь здесь, рядом с нами, с народом Абхазии. Слава Богу, я очень этим горжусь, счастлив тем, что народ Абхазии вас знает, любит, ценит. Именно ваше присутствие придает особый шарм всей этой церемонии. Сергей Валерьевич, пользуясь случаем, благодарю вас за все то, что вы делаете для нашей республики. Действительно, те социальные проекты, которые под вашим личным контролем осуществляются, они очень чувствительны для граждан нашей страны.
И мы, безусловно, достигнем тех результатов, к которым стремился наш народ. Благодаря поддержке Российской Федерации, благодаря Владимиру Владимировичу Путину, который реализовал многовековую мечту народа Абхазии, признав независимость нашей страны. И, конечно же, мы будем укреплять узы дружбы между народами России и Абхазии. Спасибо. Спасибо вам большое. Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Он по итогам вашего визита тогда и вашей встречи выпустил целый перечень поручений всем министерствам и ведомствам. Ну вот, в принципе, выполнением этих поручений как раз стали подписанные решения по продлению сроков для водителей, автолюбителей Абхазии, позволяющие еще год по России ездить с правами Абхазии, возможность в упрощенной процедуре прямо здесь, никуда не выезжая, получить дополнение, еще и новые российские права. Это вот тоже решение по пенсионерам, гражданам Абхазии, это все-таки 23 тысячи человек, и тоже президент продлил возможность получать по старой схеме. Ну и спасибо, что оперативно откликнулся и Центральный банк Абхазии, и Сберегательный банк Абхазии. Они вместе с Промсвязьбанком сейчас выстроят возможность, когда пожилым людям не надо ехать куда-то далеко в Краснодарский край, они прямо здесь, дома могут оформить все необходимое для того, чтобы гарантированно получать пенсию. Также в перечне поручений президента России безусловное выполнение всех договоренностей, которые у вас в ходе встречи с ним были. Это и безусловный запуск аэропорта, и уже, в общем, полетов сама тут главное уже не запуск аэропорта, а запуск рейсовых полетов и железнодорожное сообщение. И, в общем, мы сегодня с вами говорили с утра по расширению морского сообщения. Мы явно ожидаем большой прирост туристического потока. Как мы с вами договаривались, я в Москве на прошлой неделе встречался со всеми туристическими компаниями, которые организовывают приезд российских туристов в Абхазию. Они тоже ждут существенного роста в этом году. Это и доходы бюджета, и выручка для бизнеса, рабочие места, налоги. Это, конечно, очень важные возможности. Ну и все, что связано с инфраструктурой, как вы с Владимиром Владимировичем говорили, по энергетике, есть соответствующее поручение о том, чтобы вместе посмотреть на программу развития электроэнергетики, потому что по вашему обращению президент России в этом году несколько раз добавлял гуманитарную поставку электроэнергии и в связи с низким уровнем воды весной на Ингуре. Но, конечно, сейчас очень важно уже прямо сейчас начинать заниматься подготовкой к следующему, чтобы нам в следующую зиму не попадать в такую же ситуацию. Это требует подготовки уже прямо сейчас. У нас продолжается работа по подготовке к 80-летию общей Великой Победы, поэтому денежные средства, выделенные президентом. Мы с вашей помощью видим, что идет работа и по школам, и по всем селам Абхазии. Ну и, конечно, большой объем такой серьезной работы, связанной с инфраструктурой. Жилищно-коммунальное хозяйство, дороги, очистные сооружения. То есть объем работы большой, но вот как в ходе тогда вашей встречи обсуждалось, и как мы с вами в Москве говорили, по поручению президента сейчас российские ведомства подняли весь опыт, который есть по такому партнерскому сотрудничеству между Россией и Белоруссией в рамках союзного государства. Поэтому за эти годы был отработан уже хороший механизм таких дорожных карт. Уже, в общем, понимаем, что хорошо получилось, понимаем, что где не получалось так, как хотелось, этот опыт тоже можно учесть. И мы тогда, как с вами говорили, по таким же похожим дорожным картам сможем после формирования вами правительства Абхазии начать прям постоянную работу каждого ведомства друг с другом. Спасибо. Стоит масштабная работа, которая направлена на созидание, улучшение качества жизни наших граждан. И, конечно же, мы намерены углублять наши партнерские взаимоотношения. Это очень важное направление. Вы совершенно правильно и справедливо отметили взаимодействие по всем сферам и направлениям. Это даст очень мощный толчок для развития, углубления этих взаимоотношений. Так что мы нацелены на работу. Спасибо вам огромное. Очень рады вас видеть в Абхазии. Спасибо.
Все пенсионеры, проживающие в Абхазии, получат возможность оформить банковскую карту МИР и получать пенсию через Сбербанк Абхазии. Сотрудники Промсвязьбанка будут приезжать в командировки в республику и работать с представителями Сбербанка Абхазии. Уже готово первое помещение в Сухуме. Специалисты Промсвязьбанка России выезжают в командировку в Абхазию. Первое помещение в Сухуме уже определено, и во всех крупных городах в течение этих 3 месяцев будут совместно работать представители Сбербанка Абхазии и Промсвязьбанка России с тем, чтобы каждый пенсионер, если надо, совсем пожилым людям домой съездил. Но все получат возможность получить карточку МИР, ну а дальше через Сбербанк Абхазии регулярно получать свою пенсию. Абхазские водители смогут в режиме одного окна обменять водительские права по упрощенной процедуре без дополнительных экзаменов и медкомиссии. Президент России Владимир Путин продлил на 1 год возможность передвигаться по территории Российской Федерации по абхазским правам. Обо всем этом рассказал первый зам руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе своего посещения управления ГАИ МВД Абхазии, где обсудил правовой статус абхазских водительских прав в России с президентом Бадрой Гунба и исполняющим обязанности главы ведомства Робертом Киут. Подробности визита Сергея Кириенко в Сухум в нашем выпуске в четверг, 3 апреля. Кроме того, Сергей Кириенко осмотрел фасад многоквартирного дома, отремонтированного за счет средств Российской Федерации. Работы по ремонту 40-квартирного 9-этажного дома по улице Эшба, 185, начались 24 февраля текущего года и завершились 1 апреля. Проводились работы по восстановлению фасада. Во время войны из 3600 квадратных метров фасада было разрушено артиллерийскими снарядами 1200 квадратных метров, рассказал заместитель директора фонда капитального ремонта города Москвы Сергей Ушаков. По его словам, были восстановлены все поврежденные элементы, в том числе перекрытие балконов и декоративная штукатурка, окрашенная согласно колористическому решению архитектурного отдела города Сухум. Жители дома выразили огромную благодарность всем, кто принимал участие в ремонте. Они отметили, что учтены все их пожелания. Спикер Народного собрания Абхазии Лаша Ашуба принял депутатов Государственной Думы России Петра Толстого и Андрея Картополова. Во встрече приняли участие вице-спикеры Фазылбей Авицба и Астамур Ашпа, а также председатель комитета по обороне Тимур Шергелия. Также спикер Лаша Ашуба встретился с председателем парламента Северной Осетии Тимуразом Тускаевым. Подробнее Надежда Боровикова. По завершении инаугурации спикер Народного собрания Лаша Ашуба провел 2 встречи с зарубежными коллегами. Делегацию Государственной Думы России представили депутаты Петр Толстой и Андрей Картополов. Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой поздравил коллег с инаугурацией президента Абхазии, поблагодарил за теплый прием и пригласил абхазских парламентариев в Москву. Уверен, что мы проведем после майских праздников, после Дня Победы, межпарламентскую нашу комиссию и будем обсуждать те решения, которые предстоит принять парламенту Абхазии, и те достаточно, так сказать, сложные моменты, которые существуют в абхазском обществе. Я хочу сказать, что очень важно, как мне представляется, особенно сегодня, когда новый президент вступил в должность и когда прошла торжественная церемония инаугурации. При всем уважении к выбору абхазского народа очень важно не оставлять усилия для развития диалога со всем абхазским обществом. И с теми, кто голосовал за президента, и с теми, кто голосовал за других кандидатов. И в этом, конечно, главное, на самом деле, на сегодня, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь, но вы меня поправите, роль парламента очень важна. Говоря о единении, сегодня фигура вновь избранного президента, кто вступил сегодня в должность после инаугурации, на мой взгляд, именно та, вокруг которой может объединиться весь народ Абхазии. И, конечно, в этом роль Народного собрания, безусловно, велика. Мы всегда были, есть и будем рядом, как парламентарии,
как просто граждане Российской Федерации, как просто люди, которые любят Абхазию, любят народ. Вы всегда можете на нас в этом вопросе положиться. Как в той известной песне, вы нам только шепните, мы на помощь придем. Надо же приходить не надо, мы там, где будем, там и будем помогать. Спикер Лаша Ашуба поблагодарил российских депутатов за визит, отметив давние дружеские отношения. Петр Толстой возглавляет Абхазо-российскую межправкомиссию, а Андрей Картополов – группу дружбы. Всегда, Государственная Дума была местом, где мы всегда могли находить поддержку, даже в самые сложные для Абхазии времена. И я благодарен тому, что и сегодня эти добрые традиции продолжаются. Спасибо за то, что приехали разделить радость, связанную с инаугурацией. Это торжество общенародное, общенациональное. Те вызовы, которые есть перед нами сегодня, они должны быть преодолены, конечно же. В процессе инаугурации я в своей речи сказал, что сплоченность нашего народа – это основной приоритет для всех нас. Вы это дополнительно подтвердили. Сложные периоды времени были, но наша ответственность, да, это предусмотрено нашим мандатом участия в подобных ситуациях. И мы намерены продолжить в том же ключе. Сразу после встречи с депутатами Госдумы Лаша Ашуба принял председателя парламента Северной Осетии Таймураза Тускаева. Во встрече приняли участие вице-спикер Фазлыби Авицба, председатели парламентских комитетов Рашида Айба и Беслан Халваш. Народы Абхазии и Осетии связывают давние многовековые традиции. Очень важно, что наши ученые уже многие десятилетия проводят в том числе и совместные исследования. Я на встрече с президентом сказал, что в Осетии чтут не только в научной среде, но и в такой общей национальной среде, чтут имя выдающегося абхазского ученого Шалва Денисовича Инал-Ипа, чтут за его такой глубокий научный подход и интерес к растениеведению. И в своих работах он проводит очень интересные этнографические параллели, вековые абхазского и осетинского народа. Вот мы вчера тоже в беседе обсуждали, что есть вековые нравственные устои, традиции, которые и формируют народ, и создают сегодняшнее лицо народа, и создают базу для развития экономики и социальной сферы. Лаша Ашуба поблагодарил Таймураза Тускаева за визит и поддержку. «Я рад, что вы, как и ваши предшественники, продолжаете добрые традиции, заложенные очень давно между нашими народами», подчеркнул спикер Народного собрания Абхазии. Надежда Боровикова, Сасрыкуа Гуха, Абазатова. Указом президента Российской Федерации Владимира Путина абхазский боец Феликс Гвазава, погибший в зоне проведения специальной военной операции, посмертно награжден Орденом Мужества. Высокую награду брату погибшего воина Гиви Гвазава вручил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Исполняющие обязанности президента Абхазии Бадра Гунба и Сергей Кириенко посетили село Джирхуа Гудаутского района, возложили цветы к могиле Феликса Гвазава. Накануне избранный президент Абхазии Бадра Гунба и первый зам руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетили село Хуап Гудаутского района. Как сообщает Абснепресс, в абхазской деревне высокого гостя встретили песнями и танцами. Сергей Кириенко побывал в семье мастера по изготовлению народных инструментов Василия Аруха. Сыновья хозяина дома, один из которых является руководителем Государственного оркестра народных инструментов, рассказали ему, как и из какого материала делают абхазы музыкальные инструменты. Не обошлось и без подарков. Сергею Кириенко подарили двуструнный смычковый музыкальный инструмент абхерца. А легендарный военкор Семен Пегов, друг семьи Аруха, подарил избранному президенту Абхазии Бадре Гунба нож, изготовленный из стали подбитого на Донбассе английского танка.
А 2 апреля первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил набережную Сухума. Ему рассказали о планах восстановления набережной Диоскуров Татарстаном и Башкортостаном. В реконструкцию набережной входит строительство игровых комплексов, территории для проведения различных мероприятий. Планируется уложить бетонную тротуарную плитку, так как она более прочная, благоустроить велосипедную дорожку. Особое внимание будет уделено торговым павильонам. Проект создан местным молодым архитектором. Работы по реконструкции набережной Диоскуров планируется завершить к следующему курортному сезону. Сами работы начнутся осенью. Надо отдать должное тому, что и Татарстан, и Башкортостан всегда эффективны, поэтому это еще и пример хорошей организации работы. Здесь важно, чтобы в первую очередь нравилось жителям. То есть лучший опыт, который могут дать города-побратимы Сухума, Абхазии, надо это использовать, но сделать это так, чтобы все-таки сохранилась традиция знаменитой Сухумской набережной, сказал Кириенко. Нас пригласили в Татарстан, я с руководством, у нас заместитель председателя Госсовета парламента Марат Гульевич Ахметов вот здесь, он как у нас главный делегации. И по приглашению мы приехали на инаугурацию президента Абхазии. И я благодарен, что он еще меня взял как в составе делегации. Вот вчера мы приехали в Сочи, ночевали там, и вот сегодня с утра мы здесь, честно, вот удивлен. Вот когда мы в Сухуми заехали, несмотря, ну, нелегкая же обстановка, так ведь, да, несмотря на такой прекрасный, чистый город. Вот я сразу сказал, когда даже шофер заезжал, я говорю, и тоже Сухум. Он шофер, Сухум, говорю, это столица Абхазии. Я говорю, знаю, я же здесь, говорю, бывал, и вот так чистота. Потом мы с утра здесь уже, с 8 мы здесь, всю набережную прошли, оттуда сюда. И мы здесь, в Татарстане, еще будет набережную устраивать. Вот сейчас Кириенко же провел совещание, значит, мы 2 предложения там предложим Татарстан, какой ваше руководство какой выберет, это будет Республика Татарстан делать. Знаете, прекрасно, надо, во-первых, Россия большая страна, мощная, надо Абхазии помогать, что у нас здесь, во-первых, и сегодня красиво, но еще она красивее была. Я вот желаю вам, чтобы был здесь мир, и Абхазия, чтобы процветала. Я вам честно говорю, от души, чтобы все у вас было хорошо. Вот это желаем. А мы будем приезжать в гости к вам. Впервые в Абхазии побывали в 2016 году. Ну и вот тогда, мне кажется, как-то так вот влюбились в эту республику, в эти города, в эту невероятную природу, которая просто потрясает и своей какой-то и первозданностью, и нетронутостью, что ли, человека, да, озеро Рица, ну и вообще Гагры, конечно, forever, что называется, отдыхаем там достаточно часто, но круче, наверное, ничего нет, по крайней мере, на Черноморском побережье, поэтому, Абхазия всегда впечатляет и очень привлекает и манит обратно. Мы приехали на 3 дня, мы из Башкортостана, и поэтому освещаем сотрудничество с Башкортостаном и Абхазией, которое строится достаточно уже давно и плодотворно. На набережной реки Белой в Уфе построена колоннада, прям по подобию, вот именно вот один в один с тем, что есть в Сухуме. Поэтому, мне кажется, вот то сотрудничество, которое выстраивается между нашими регионами, оно, так, пример многим, каким образом можно выстраивать отношения и с Абхазией, и вообще с другими государствами, российским регионом. О перспективах запуска международного авиасообщения из аэропорта Сухум уже в ближайшее время рассказал губернатор Ханты-Мансийского округа Руслан Кухарук. На самом деле, 2-й раз в Абхазии, был здесь уже больше 20 лет назад, конечно, в качестве туриста. Я думаю, что так многие жители России оказывались здесь в качестве туристов, узнавали для себя не только прекрасная возможность для отдыха, но самое главное, прекрасных людей. Посмотрел, изменилось очень многое. Самое главное, не изменились люди, это гостеприимство, это общение человеческое. Это все здесь, я думаю, что то, что усиляет как раз ваши позиции гостеприимного города, гостеприимной территории, гостеприимной страны. То, что сегодня в нашей рабочей повестке, это, конечно, несомненно, присутствие на очень важном событии, вступление в должность президента вашей страны. Благодарю вас за приглашение. Ну и, конечно, деловая часть. Мы обсуждаем сегодня перспективы нашего дальнейшего сотрудничества Абхазии, Сухума и Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Нас связывают давние отношения, и это не только общение через людей, но в том числе еще и с советских времен. Очень многие жители нашей страны воспринимают Абхазию как замечательный курорт, как место, где можно качественно не только отдохнуть, но и получить оздоровление.
Поэтому для нас сегодня принципиальным является восстановление авиамаршрутов. Мы сегодня уже в глубокой степени проработали с Министерством транспорта Российской Федерации, с нашими авиакомпаниями, для того, чтобы поставить авиарейс, который будет соединять Сухум с одним из крупных городов Югры. Для нас это принципиальная позиция. Мы сегодня работаем над этим, чтобы не пропустить предстоящий летний сезон. Поэтому если наши транспортники не подведут, будут готовы оперативно сегодня отработать вместе с нами, то такое авиасообщение появится. Ну и в перспективах это создание условий для того, чтобы не только в рамках туристического потока наши жители Югры могли приехать к вам в гости, отдохнуть, но в том числе еще и проработать программу по оздоровлению детей, тех людей, которые нуждаются в восстановлении. Ну и третий блок вопросов – это непосредственно уже бизнес-отношения. Сегодня товарооборот между Югрой и Абхазией, он существует. Большей частью это направление лесно-промышленного комплекса. У нас широкий спектр линейки предложений, которые связаны, конечно, с нефтяной отраслью, с нефтепереработкой, с нефтесервисными компаниями. Я думаю, что это все может стать предметом не просто обсуждения, но и долгосрочных контрактов, которые будут интересны как абхазской стране, так и Югре. Люди и даты. 2 апреля известному государственному и общественному деятелю, заместителю председателя Верховного Совета Республики Абхазия, герою Абхазии Альберту Тополяну исполнилось бы 90 лет. Должно быть так, чтобы каждый житель этой страны чувствовал наше дело. Вот к чему надо прийти. Сопричастность ко всему. Будь долгим. Я считаю, что это моя точка зрения, я могу ошибиться. Нельзя раскачивать лодку. Нужны люди, которые работали бы и слева, и справа, и в центре. Взаимопонимание. Не просто красивые слова. В нашем эфире смотрите передачу из архива Абаза ТВ, посвященную памяти Альберта Тополяна. Председатель Абхазского народного движения Адгур Ардзинба почтил память ветерана национально-освободительного движения Альберта Гаспаровича Тополяна. Возложить цветы к могиле также пришли депутаты парламента Абхазии Наур Нормания и Эрик Рштуни. Сейчас о погоде. В четверг, 3 апреля, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности, гроза, туман. Местами по Абхазии возможен град. Атмосферное давление пониженное, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 7 до 12, днем от 8 до 14 градусов. Температура морской воды 12 градусов, волнение морской воды слабое и умеренное. Относительная влажность воздуха от 60 до 90%. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч в эфире.